человек просто был, ну вот, без перчаток и без всего этого еще и чихнул, и потом дал хот-дог. То есть тоже был такой переломный момент, нам надо делать что-то свое в этом направлении. Ну, это радикально. То есть считали деньги в банке, теперь решили считать сосиски. Естественно, был выбор, мы смотрели франшизы гораздо дороже, но, как я сказал, то есть мы были из тех, кто ушел с работы не с большим капиталом, но с большим желанием что-то изменить. А не страшно было не раскрученную франшизу брать? К тому времени мы ничего и не понимали об этих вопросах. Я не знаю о причинах закрытия самой Мазы. Мне сама персонально Маза нравилась. Я, например, поколение 3 в одном кофе, который брал Нескафе в красной кружке. Красная кружка, да. Хорошая беседа бодрит не хуже чашки кофе. После нее точно так же тяжело уснуть. И всем привет, это подкаст «Три медведя». Белый — это я, Искандер Мирзаганиев, Панда Фархот Хулматов, Буры Бехруз Насрединов. И сегодня нам, как всегда, помогает наша очаровательная Зибота Джибаева. Напоминаем, тема этого сезона — «Пан или пропал». Мы говорим о бизнесе, о проблемах, с которыми сталкивается бизнес в Таджикистане и как их решать. Сегодня мы говорим о франшизе, как ее получить и как запустить в Таджикистане. А поможет нам в этом вопросе Азиз Али Акбаров, соучредитель сети кофеен кафе «Мус» и хот-догер. Азиз, на вы, на ты? На ты. На ты. Все, хорошо, Азиз. Азиз, смотри, недавно вышла информация, случайно на самом TJ, был выложен пост «Продаю готовый бизнес». Сеть хот-догера. И все, шум пошел во всех телеграммах. Все скрины скидывают, что случилось, неужели не вытянули, продают, что происходит. Это вы реально продаете или просто решили узнать рыночную стоимость своей сети? Ну тут, да, было несколько моментов. Это и реально оценить сам бизнес. Ну и также, если было бы хорошее предложение, наверное, скорее всего, мы продали, так как есть еще некоторые проекты, которые мы хотим реализовать. Ну, если бы получилось, мы продали, но далее наступила пандемия. Мы получили несколько предложений, но, в принципе, и оценили также. То есть, ну да, основной посыл был это оценка самого бизнеса в первую очередь. Сколько за него дадут? Сколько за него и сколько, если не секрет? Могут дать? Были разные предложения. Ну, в среднем. В среднем это было далекие от цифры, от наших ожиданий. Скажем так, до 200 тысяч само было. Копейки вообще совершенно. За всю сеть. Ну, по-разному бывает. Люди не оценивают очень многие моменты касательно самой модели бизнеса и процессов, которые в ней настроены. Это для многих кажется бесплатным приложением, но никак не оценивается в стоимости. То есть кажется, ну вот есть бренд, есть просто логотип, есть продукция и все. Это все может стоить столько-то. Но прежде чем это создать, прежде чем это раскрутить, например, SMM или, например, просто страничку, никто никогда не оценивает, что это вложенные средства, это годами, траты, которые делает бизнесмен, например. И поэтому это все не накладывается, и люди думают, ну вот стоит вот столько-то, больше не может стоить. Соответственно, естественно, оцениваться, мы, по крайней мере, оценивали это в несколько раз больше, ну, учитывая все те расходы, которые были сделаны, и усилия, конечно, больше всего вот эти вот усилия оцениваются нами. Плюс адаптация самой бизнес-модели в Таджикистане, что также является непростым делом в наших реалиях. Ну да, вот как раз сегодня об этом и поговорим. Так, давайте начнем с самого начала. Почему именно франшиза хот-догера? Вообще, почему франшиза очень интересно, потому что мы, наверное, представители тех типов бизнесменов, которые пришли в бизнес то есть мы работали в офисах, банковское прошлое у нас. И вот это вот желание и, наверное, скорее всего, веяние было постоянно бизнес создать, попробовать что-то новое, что-то свое. Естественно, вот мы вот попробовали. Но так как нету навыков не было, и банки, например, или наша сфера не давала тех самых навыков, естественно, стал вопрос, с чего начать. И мы определили, что лучше взять, то есть мы не имели ни навыков дизайна, ничего там, ни какие-то концепции придумывать. Но мы очень любили там хот-доги и прочие моменты. Но нам не нравился этот вопрос с чистотой, со вкусами. Естественно, мы начали искать в интернете что-то уже готовое, чтобы не париться в плане вопроса цветов, дизайна и самой рецептуры и получить стартовое, обучение или вообще стартовую модель для того, чтобы потом ее уже дальше развить.
Соответственно, пал выбор на хот-догер. Были, ну, в области хот-догов не так много франшиз качественных, которые можно адаптировать под нас. Мы этого всего мы, конечно, когда начинали, не знали. Если говорить более честно, просто был выбор такой. Хот-догер, выбираем, начинаем. Чисто интуитивно. Да. Мы это кто? Ну, это я и мои партнеры, с которыми мы решили открыть бизнес. Это 3 человека, которые были, ну, которые работали в финансовой сфере, далекой от бизнеса, от коммерции, от торговли. То есть вас 4? Нас на данный момент нас 3. 3. Ну, это радикально. Да, считали деньги в банке, теперь решили считать сосиски. Да, мы карточными. Я очень долго работал в карточном департаменте, то есть это технологии связанные, вот сейчас это очень в тренде, безналичные операции и прочее. Но это действительно кардинальное решение, плюс поиск себя, наверное, плюс несогласие с каким-то там текущим форматом в банках, как это ведется, работа. Или как развивают специалиста, к примеру. И хотелось, ну, уже реализоваться самостоятельно. Так, и когда это произошло? То есть, когда вы начали искать франшизу, и сколько времени потребовалось на то, чтобы ее запустить? Ну, нам уже, по-моему, более 4 лет. Самому вопросу более 4 лет. 4 года назад. Сам выбор франшизы не был долгим, так как я уже сказал, что, в принципе, типа франшиз было немного под наши интересы и под нашу способность финансовую. То есть у нас не было достаточно таки много денег для вложений на какую-то супердорогую франшизу с проработанными своими процессами. Поэтому, ну, наверное, это было как раз 2-3, да, то есть мы просто открыли сайт, выбрали 2 франшизы, среди них отобрали именно хот-догер и начали работу с ними. На тот момент сколько она стоила? Ой, точно не помню, но в эквиваленте в долларах где-то $4000 был паушальный взнос. Сейчас, Всего? по-моему, чуть поменьше. Ну, по курсу, если считать. Там. Ну, учитывая то, что... Они же в России, это же российская франшиза, да, и да, она, в принципе, я посмотрела, 220 тысяч, по-моему, сейчас. Сейчас, да, ну, были еще дополнительные расходы, так как мы брали эксклюзив по стране. Я вот помню, лет 5 назад мы тоже задумались о франшизе, мы тогда Starbucks хотели. Вот, и написали письмо, все подсчеты, рынок. На что нам пришел ответ, что, ребята, мы вам дадим, но вы должны, у вас город-миллионник, хотя их не волнует, что это с учетом агломерации миллионник, и вы должны открыть сразу 7 заведений как минимум, причем на каждой, я боюсь соврать, но там цифры были в 4, наверное, если не в 10 раз больше, чем вы сейчас озвучили, то есть мы должны депозит оставить, еще потом открыть сразу 7 точек, то есть, ну, это нереально на тот момент, кофе за такие цены бы никто не покупал, правильно? Вот. А вот у вас какие трудности были именно? Были какие-нибудь вопросы, что типа откройте сразу 10 точек или там вы должны сделать что-то? Нет, ну франшиза и рознь, то есть опять-таки от стоимости франшизы очень многие требования, от раскрученности бренда, такие бренды как Starbucks, там KFC, вот, который также входит в нашу страну, да, Макдональдс, у них действительно очень высокие требования и к финансовому состоянию тому, кто открывает, и сразу делается, ну, плановые задачи на регион, либо на страну. В нашем же формате, и сейчас вообще какой-то бум франшиз, очень многие бизнесмены, предприимчивые люди, скажем так, создают какую-то модель, опробируют ее полгода-год, создают на ее базе франшизу и продают. Соответственно, есть очень большое количество некачественных франшиз. То есть конвейер. То есть это красивая упаковка, но при реализации появляется весь букет проблем, недоработок и интересов, с которым ты сталкиваешься и должен будешь делать. То есть в нашем формате не совсем плохая была франшиза, но, естественно, и стоимость ее была в соответствии с ее поддержкой. То есть это никакой поддержки в открытии, в обучении на месте, то есть в нашей стране, адаптация под нас, цифры под нас. Это все, в принципе, не входило вообще в стоимость франшизы. Естественно, был выбор, мы смотрели франшизы гораздо дороже, но, как я сказал, то есть мы были из тех, кто ушел с работы не с большим капиталом, но с большим желанием что-то изменить. Поскребли по сусекам, да? По сусекам поскребли, да, но опять-таки со временем понимаешь, что сама ценность предпринимателя в том, что он создает ценность продукту, который, в принципе, поначалу не особо таки имеет какую-то стоимость или вообще не создан.
либо дорабатывать какой-то недорогой продукт и доводить его до совершенства. В этом, видимо, в этом и есть само предпринимательство. Это как вот мой поиск вопроса, что это такое для меня, вот он привел к этому. А не страшно было не раскрученную франшизу брать? К тому времени мы ничего и не понимали об этих вопросах. То есть мы подписали договор, вот стоит договор, и ты сидишь, смотришь на него, думаешь, окей, у тебя есть подписанный договор, что дальше? Открывается папка с файлами, со всеми этими брендбуками, какими-то там обязанностями, техкартами, поставщиками, которых в Таджикистане нет. То есть сама франшиза, она полностью адаптирована под Российскую Федерацию, и не совсем проработаны все вопросы с нашей стороны. Соответственно, начали и пошли проблемы, от которых мы уже у нас, как говорится, я уже уволился, и у меня не было, так сказать, заднего хода, или как это назвать. Да. То есть пути назад не было, по крайней мере для себя. Партнер-то еще одно время работал, но со временем мы по мере усилий ушли с работы, так как надо было все больше и больше внимания уделять развитию. Но вот так как очень многое было от непонимания. То есть, окей, давайте начнем, дальше разберемся, есть такая стратегия. Так, и значит, хот-доги были без корейской морковки уже. И они стоили дороже, чем те, к которым мы привыкли. И как? Причем сами корейцы не знают, что такое корейская морковка. Да, у нас ее везде, просто во все хот-доги шла корейская морковь, а тут хот-доги совершенно другие по цене. Я не скажу, что значительно дороже, но тем не менее они были чуть дороже. Чуть дороже, смотрите, с корейской. Я помню, я еще зашел, когда первый открылся один из первых хот-догеров, я специально пошел, я видел ваш СММ на поликлиника или скорая помощь, да. Я дошел, я пока его нашел, замучился. Зашел, смотрю, и, опять же, привык 3,5 самани хот-дог тогда стоил, да, а тут раз 8-12 самани. Говорит, что ж такие золотые сосиски там, что там, реакция потребителя, как вот тут удивленная. Да, я удивился. Зиво, вопрос, как часто вы пользуетесь онлайн-платежами? Как минимум 3-4 раза в месяц. А онлайн-покупки в интернете удобно, учитывая наши реалии? Если нет проблем с доставкой, то да. Вот. А сейчас наши коллеги, наши друзья из Орионбанка запустили вместе с Visa совместную акцию. Вот. И чем чаще вы пользуетесь картой Visa от Орионбанка, вот такой, у меня уже есть, я могу онлайн-покупки делать. И в общем, чем чаще вы будете пользоваться этой картой, тем больше шансов у вас выиграть автомобиль или новый смартфон. А теперь мне придется прийти в Орионбанк и открыть там карту, потому что я пока не там. С 1 сентября по 24 декабря. И в этот период, неважно, вы уже обладатель этой карты или вы открываете новую, вы автоматически становитесь участником этой акции. О, супер, я хочу автомобиль. Hyundai Solaris. Классно. Когда мы подбирали, мы также были заинтересованы в широкой линейке, потому что мы не понимали, что хот-дог, максимум, что могли придумать, это 2 сосиски, ни в какой упаковке, ни в какой чистоте. Я даже помню ту мысль, когда я покупал хот-дог, а мы, в принципе, часто покупали хот-доги в центральной, так сказать, трассе, наверное, это можно так назвать. Арбат. Арбат местный, да, это Чики, и в ту сторону, и мы видели, как готовят. У нас есть одно знаменитое место, мы не будем называть. И вот человек просто был без перчаток и без всего этого, еще и чихнул, и потом дал хот-дог. То есть тоже был такой переломный момент, нам надо делать что-то свое в этом направлении. Когда мы посчитали себестоимость хот-дога, который нам дает франшизер, она была гораздо дороже даже того, что мы сейчас предлагаем. Ввиду сложностей поставок сюда вообще и продукция, она совсем другая. То есть, соответственно, реакция, когда мы запустили ее с учетом наших реалий, с нашими поставщиками булочек и нашими, сосиски мы некоторое время покупали готовые, недоработанные под нас.
Соответственно, реакция была, да, и чихали хот-дога, и телюя, так говорили, что там внутри. Но он был действительно недоработан с одной стороны, и сама точка была недоработанная, но это был такой первый. Но были и те, то есть, но все равно мы поняли, что есть потенциал, потому что были те, которые, ну, там была игра вкусов, некоторые ее понимали и говорили о том, что, ну, интересно, но не в том месте, потому что нас найти было очень тяжело. Это опять-таки первая ошибка, безопытность. Нашли первое попавшее место и начали раскручивать, так сказать, бизнес будущего. И люди, которые оценивали, в принципе, хот-дог сам продукт требовал доработки, но идея, в принципе, сработала, и мы чувствовали, что мы можем сделать что-то, ну, дополнительное для того, чтобы он приобрел вид настоящего хот-дога. Потому что поставщики были единые у всех. Ну и отличить наш от чужого хот-дога было сложно только по начинкам. Ну и, естественно, это вызывало у людей прям сколько? 7. Это сейчас они стали в связи с ростом себестоимости и продукции, и курса доллара подороже. Тогда они были 7, и люди прям, ну, еще рядом были те, которые продавали по 3, и 3,5 стоили с 2 сосисками. И мне было сложно, естественно, я не знал даже, что ответить, но мы говорили, посмотрите на ячейки, то есть мы туда ставим очень много разных, то есть, во-первых, добавок в хот-доге, и если ты ценишь вкус и чистоту, ну пробуй, и естественно за это, ну, надо как бы доплачивать. Но было страшно поначалу, потому что я думал, ну, наверное, не пойдет. ВВП граждан измеряется в сосисках, да? Сколько сосисок он ложит в себе в хот-дог. Да, возмущений было много, наверное. Сейчас вы говорите, у вас сосиски прям под вас делают? Они покупные? Нет, да, на данный момент мы очень много общались с местными производителями сосисок, да, и обговаривали, ну, то есть нашли поставщика довольно-таки с хорошими технологиями, контролем качества. Мы даже ходили на заводы и смотрели вот эти вот условия. И, соответственно, да, под нас, то есть мы несколько раз экспериментировали, делали разные типы сосисок, пробовали их, пока мы не найдем то, что мы хотим. В итоге вот эта рецептура была закреплена за нами, я надеюсь. Они только для вас делают? На данный момент они делают только для нас, именно, то есть мы меняли и размер сосиски, раньше еще была стандартная канадская сосиска, либо еще какие-то типы были, да. Мы потом, но мы видели хот-дог всегда, его везде видят, то есть булочка из двух сторон. Выглядывающая сосиска, да. Ну да, и она должна быть гораздо больше, конечно, но в наших условиях это будет гораздо дороже. Ну, как могли, так и создали. Сколько, вот сейчас мне просто интересно, если он персонально для вас делает, да, какую партию он должен выпускать сосисек, чтобы, в принципе, он был тоже заинтересован, да, ваш производитель? То есть сколько хот-догов в день вы можете продать так, чтобы ваш производитель оставил за вами рецептуру? Касательно самого объема, честно говоря, не могу ответить, потому что у нас есть еще и партнеры, которые заказывают. То есть мы же еще и по франшизе дальше продаем в стороне, то есть есть партнеры, которые работают по франшизе. Не сразу, так скажу, получилось договориться с производителем, потому что мы были неинтересными на старте. Вы говорите, одна точка, ну, что вы можете предложить, чтобы мы под вас запускали целый. Ну, где-то, когда у нас было 3 точки, под определенный объем и гарантию покупок в будущем, то есть это был наш риск. Мы договорились, и вот производитель на это пошел. Сами внутренние производственные стандарты или, имеется в виду, лимиты, я, честно говоря, не знаю, но мы обсуждали вот объем, который мы должны закупить у них в течение там года. То есть это был такой долгосрочный договор, и, в принципе... А вы нам назовете производителя? Мне просто теперь интересно. С кем можно так договариваться по производству сосисек, а может и не сосисек, может еще? Ну, мы на данный момент мы работаем с Покизой. Да, даже был момент, когда очень многие производители были закрыты, были проверки одно время по курице, и были соответствующие риски для нас касательно того, что, ну, вот, поставки могут и не быть, а это для нас очень важный продукт. Соответственно, был один производитель на тот момент, который продолжал работать со всеми стандартами, видимо. Соответственно, мы сделали выбор, так как и по технологической части они тоже очень неплохо выглядят, и договорились именно с ними. Ну, естественно, сейчас появилось еще, ну, целый пул производителей сосисок, которые конкуренция, в принципе, растет. Тоже можно рассматривать, но так как долгосрочный проект был с ними, мы
пока до сих пор с ним. Вроде бы и не подводили. А здесь сейчас, если я не ошибаюсь, у вас помимо хот-догера от этой же компании, которая раздает франшизу, вы уже взяли вторую франшизу, это Кафе Мус, Да. который сейчас хорошо так зашел на рынок. А еще планируете брать? Ну, на данный момент, скорее всего, нет, потому что мы хотим допилить, доделать, улучшить текущие стандарты наши, что по кофейне, что по фастфуду. Соответственно, все средства и все усилия направлены сейчас на то, чтобы доработать нашу текущую концепцию, так как еще и очень много копий и дубликатов появилось в городе, которые дублируют нашу модель ведения бизнеса. Соответственно, сейчас мы больше, наши мысли направлены больше на то, как бы рефрешнуть весь процесс. И хот-догов, и кофейня, скорее всего, пока будет двигаться как идет, но по фастфуду, скорее всего, мы будем слегка меняться. То есть пока нет никаких планов на новую франшизу, либо на новый собственный бизнес, на собственным лого и собственным брендом, который мы, в принципе, уже готовы по опыту. Просто разорваться боитесь? Все. Да, скорее всего, мы не хотим распыляться, потому что реально при росте и точек, к примеру, и видов бизнеса, которые, когда ты становишься предпринимателем, а я надеюсь, мы ими стали, появляется такое вот обманное чувство, когда ты можешь все. То есть я и это смогу сделать, наверное, и там я вижу минус, я мог бы лучше, и здесь я мог бы лучше, и здесь я мог бы лучше. Но когда начинается масштабируемость, то очень многие процессы улетают, нужна команда, нужно ставить сервис, нужно ставить стандарты, и ты понимаешь, что без фокусировки в определенном направлении у тебя ничего хорошего не получится. Получится недоделанный продукт, недополученный какой-то там сервис, некачественный, терпимый, как и очень много сервисов в нашей стране, наверное, скорее всего, да? Да. Терпимый сервис. Терпимый, хороший. Это у нас с Боб больная тема, да, то есть чуть-чуть не так сервис, уже все. Терпимый ты становишься, да? Вообще нетолерантный. Да, и мы стараемся, в принципе, поменять этот момент. Естественно, это несложно, но вот, то есть на данный момент все наши планы именно направлены на вопрос улучшения, а не расширения или там. Мне кажется, это правильный вектор. Сколько открывалось заведений, которые поначалу взрывали, они были классные, а потом они загибались только за счет сервиса. Сервис, да. Это кропотливая ежедневная работа. Очень много проблем с сервисом и также с тем, что отсутствие специалистов в стране вообще по сервису, либо сервисных людей, или как это назвать. Мы-то работаем в основном с молодежью, и это очень такой вот тип, скажем так, ребят и девочек, которые не особо стремятся совершенствоваться в чем-то, либо предоставлять что-то идеальное. И вот их вот образовывать, учить, и большая текучка очень сложно. Нам, по крайней мере, в нашем формате бизнеса очень сложно долгосрочно обучать одного человека. Например, мы его обучаем, он может уйти, потому что сам по себе это стартовый шаг. Но опять-таки, то есть отсюда и проблемы самого сервиса в таких заведениях, как мы, потому что очень большая текучесть. То есть и в фастфудах это вообще в ресторанном бизнесе, в фастфудах, да. Сервис. Вот многие ссылаются на то, что просто менталитет такой. Ладно, так сегодня проканал, а завтра еще раз проканает. Есть такое, что и менталитет, хотя и, например, общаясь с франшизерами, она говорит, вы даже наоборот Восток, и вот это направление, там, Китай недалеко, и мерят, как будто мы все одинаковые в плане услужливости, то есть, мы же ведь такие вот. Гостеприимные, да, то есть, говорят, вам должно быть легче настроить сервис, обучить человека вот этим вот премудростям, так сказать, гостеприимности и клиентоориентированности. Но мне кажется, здесь проблема больше в потребителях самих. У нас же, опять же, наше это худие, да, то есть мы не то, что, как сказать, жалость какая-то. Видишь недочеты в сервисе, ты не говоришь, а потом говоришь, ладно, ребята, ничего, я тем более его знаю, кто-то, и упускаешь все эти моменты. Они стыдно говорить о проблемах. Эти говные всегда говорят. Да, то есть, а это же как ком потом растет. Я сторонник того, что лучше сейчас тебе скажут, что у тебя что-то не так идет. Вот тебе совет. Есть такое. Мы часто смотрим, видим тоже такую тенденцию, такую особенность наших людей.
при сравнении, например, с нашими конкурентами, которые открылись и не тратят столько, сколько мы тратим на какие-то там, даже предметы гигиены, допустим, которые мы сейчас. И народ идет к ним, и мы смотрим и думаем, ну вот, то есть надо иметь какое-то уважение к своим деньгам, которые ты тратишь, и видишь, что тебе взамен не дают хотя бы минимума того сервиса, либо чистоты, либо, ну, назовем это все в комплексе сервис. И вот народ идет, и мы тоже не можем понять, вроде бы, да, есть выбор в лучшую сторону, но есть выбор еще и по стоимости. На самом он дешевле, не принципиальная стоимость, хотя, может быть, я не знаю, может для кого-то это и принципиально дешевле, но по уровню того, что предлагают, это, ну, ужас. Но народ почему-то идет. Ментальность, или как это назвать, либо... Без понятия даже. Да, это очень... Для нас тоже это непонятный вопрос, но мы хотим вот это вот поменять в потребителях, в том, что да, вы платите, где-то чуть-чуть больше платите, но вы получаете гораздо чище и лучший продукт. Не знаю, как в целом, это получится. Вот у меня много знакомых уже готовы платить за сервис, за удобство, чтобы ему было комфортно, чтобы ему было хорошо. То есть да. Мы какой-то промежуток прошли от 3,5 самогонных хот-догов, которые ты ешь, все заляпался, вся рубашка, да, до того, что ты можешь нормально посидеть, поесть. Да. Ну, сама концепция у нас тоже такая же в хот-догере, именно, но мы ее дорабатываем. То, что есть сейчас, это не идеал. То есть именно, чтобы человек мог зайти, были какие-то условия комфортные, посидеть. Хоть это и фастфуд, но в комфортных условиях. Не знаю, как получится, но пока все. Азиз, а что идет лучше? Кофе или хот-доги? Кофе у нас сравнительно недавно, то есть нам только год по кофе. Соответственно, ну мы такие фанаты улучшений, улучшать деньги. Соответственно, по кофе мы еще очень многое хотим сделать. Опять-таки, результат открытия франшизы по кофе, это нам не нравится кофе в нашем городе, мы хотим сделать его, ну, то есть мы платим за капучино и хотим получить хороший капучино. То же самое мы думали, что гости думают, ну и не прогадали, потому что мы начали с требованием к зерну, к свежести зерна, к поставкам. То есть мы сейчас именно вот работаем. Соответственно, ну, если смотреть по объемам в общем, ну, естественно, хот-догера чуть больше и продаж по хот-догеру больше. На МУС мы не смотрим как на какой-то проект, который сейчас и прямо сейчас должен приносить прибыль или много продаж. Мы именно смотрим на то, чтобы сначала поставить вот эту правильную культуру кофе и стандарт самого вкуса, чтобы люди понимали, что я пошел туда, мне нажали пару кнопок и дали кофе, и он такой прям вот жгучий, такой вот ядреный, вот это кофе. Какие-то вы неправильные таджикские предприниматели. Да, наверное, все же вкладывают сначала, чтобы через месяц уже дала прибыль. Да, нет, к сожалению, да, мы, вот, возможно, и те самые неправильные, которые верят в долгосрочность бизнеса в нашей стране. Ну, это радует. Зато я узнал сейчас новое слово улучшайзинг. Улучшайзинг. Это постоянная болезнь, когда ты тратишь, сделаем это, не вытаскиваем, нам не нужно, давайте там еще какое-то оборудование возьмем, какой-то еще эксперимент проведем с каким-то там продуктом. Соответственно, вот поэтому по кофе, да, мы пока не видим и не ожидаем большого результата, мы именно ожидаем какого-то качественного уровня и понимания. Мы, например, вот в сентябре планируем провести каппинг, это именно мы завозим зерна разного сорта и будем наших постоянных гостей плюс определенную клиентуру обучать, показывать, как раскрывается вкус того или иного зерна и почему, чтобы потребитель понимал. А так до этого было как? Ну, и это тоже один этап, я думаю, в нашей стране. Эспрессо же не все любят. Я просто не представляю, как вот девочки, которые пьют там латте, макачино, капучино, такие привыкли там побольше молока и сиропов, вы ей даете эспрессо, говорит, почувствуй, как раскрывается вкус. Мы придем, мы же любим. Мы это любим, да. Обязательно там мы получим, возможно, ответ на этот вопрос, но есть еще ведь альтернативные методы заваривания кофе. И вот там очень важно произрастание зерна, привкусы, которые он дает. И там все это вот можно почувствовать. Что мы также хотим предложить на рынке. Для тех, кто, например, хочет какой-то альтернативный момент, устал от эспрессо, например, ему не нравится. Пусть пьет ристретто, чтобы еще хуже стало. Ристретто, да, но вот есть такой миф, я не знаю, это миф, может быть, это либо мое заблуждение, говорят, что вот эспрессо, оно бодрит. Ну, имеется в виду, его пьют для того, чтобы получить энергию. По факту, альтернативный метод заваривания кофе гораздо больше содержит кофеина, который даст вам бодрость, нежели вот в эспрессо-машине. Но опять-таки привычка.
То есть, ну, сначала мы даже и не знали, что такое зерно. Я, например, поколение 3 в одном кофе, который брал Нескафе в красной кружке. Это красная кружка, да. Они повсюду были. Соответственно, потом пошел этап, когда учили людей просто зерно. И вот сейчас я думаю, что с нами настанет этап, когда будет какое-то следующее понимание именно культуры кофе. Например, в России, вообще в Европе есть уже specialty, направление specialty зерный кофе, которые, ну, когда люди уже точно разбираются, им нравится какой-то привкус какого-то зерна, и именно его они постоянно пьют. Опять-таки, это предложение, как и в хот-догах, да, был один тип, стало 10, и сейчас уже люди креативят, стараются уже. А сколько у вас вкусов-то хот-догов? Сколько видов? Сейчас много. Ну вот я хочу. Базовых для нас было 9. Ага. Но потом и добавляется. У нас еще есть очень несколько моментов, некоторые вкусы, которые мы еще не запустили. Но вот будет это обновление. Но базовых именно было 9. А мне сейчас, мне у вас сейчас нравится очень ролл из говядины. Вот прям зачет. Спасибо. Приятно слышать. Я вообще не ем хот-доги. Я вообще такой человек, что вот что-то новое открывается, мне нужно пойти попробовать. Я пробователь, да, то есть, и причем зачастую бывает так, что вот к вопросу о сервисе, если открыл заведение, я пришел, мне не понравилась либо еда, кухня как-то приготовлена не так, либо сервис, что чаще всего бывает. У меня все, я уже в это место не пойду, у меня сложилось первое впечатление, то есть я уже так, мне уже не айс. Поэтому, как что-то новое откроется, я пойду, найду, я схожу туда и посмотрю. А вот Азиз, недавно у нас общий друг Умеш Шакиров, да. Так можно сказать, ветеран кофейного бизнеса Таджикистана. Да. Вот он открыл Джеффрис кафе. Насколько я знаю, Джеффрис кофе это тоже является франшизой хот-догера. Да, одной из франшиз нашего франшизы. Ну, получается, вы как конкуренты сейчас, или у вас эксклюзив, если он как-то открыл параллельно? Ну, Джеффрис это, да, скорее всего, наверное, они больше ответят. Это немного другое направление, там и по дизайну все по-другому. Ну да, но там тоже лось, только в лодке. Да, только какой-то в Аляске. С Аляски. Умет, это еще и наш бывший коллега. Да, я знаю. Сам бренд это совсем другое. Не знаю их ценностей и планов, но мы рады, потому что чем больше будет качественной кофейни в городе, тем больше будет тех, кто пьет кофе. Культура. Это хорошо, да, это также хорошо для, я так думаю, потребителей, так же, как и я, например, хожу куда-то пить. Ну и сама конкуренция, она нас также воодушевляет, мы любим конкуренцию. Она заставляет развиваться, учиться у кого-то. Иногда бывает, и вот в хот-догере мы не знали у кого чему-то новому поучиться в этом направлении. Фастфуд, именно стритфуд в формате, грубо говоря, а-ля бар у нас, наверное, так сказать, по атмосфере заходишь, берешь хот-дог и сидишь. И дальше, вот, то есть ты доходишь до какого-то потолка по своему развитию или реализации, и некуда подсмотреть. Надо либо выезжать, смотреть в других местах. Поэтому, когда открывается кто-то качественный, тоже очень хорошо, потому что есть процессы, которые ты упустил, а у него лучше. Соответственно, можно подглядеть. Это мы тоже сейчас пришли к этому, что люди не стесняются у нас подглядывать, копировать, дублировать, шпионажить и все такое. Как правильно, наверное, слово? Шпионажить. Соответственно, если получается, ну окей, это конкуренция, от нее никуда не деться. И опять-таки мы исходим из той точки зрения, что чем больше качественного сервиса, тем больше будет рынок. То есть не делить маленький пирог и прям вот отбирать у друг друга, а именно расширяется количество вот этого пирога, и чтобы всем хватало, и сервис был достойным. И тогда и стоимость будет дешевле и для потребителя, и выгодно будет бизнесу. То есть с этой точки зрения мы, наоборот, приветствуем, рады. Все были бы такими, потому что, насколько я знаю, вот рестораторы сколько раз пытались объединиться в некую коалицию, как-то работать вместе. Не получалось по одной простой причине. Потому что они все друг у друга хантят людей тайком. Поваров, менеджеров. Вот повара и менеджер — это самая больная тема. Вот если есть хороший менеджер, он за все отвечает. Они хантят друг у друга, и поэтому не могут объединиться в одну ассоциацию. Ну вот смотрите, насчет маленького пирога, центр маленький, по сути. Да, на данный момент, да. И довольно неоднозначная была реакция у пользователей в соцсетях, когда вместо Мазы появилась вывеска, а здесь будет МОЗ. Окей. Еще вот так было сделал.
И говорили о том, что вы подмяли конкурента. Ну, хотя на тот момент вы уже заняли другую точку, да, Мазы. Она тоже, в принципе, была когда-то Мазой, а потом вы там оказались. Репабликом была до этого. Да, Репаблик очень неплохой кафе. А так подмяли, нет? Для нас тоже странно было вот видеть такую реакцию пользователей сети, наверное, или как это назвать. Скорее всего, нет. Я не знаю о причинах закрытия самой Мазы. Мне сама персонально Маза нравилась, так как когда она открывалась, она тоже, я так понимаю, были более лучшие условия, нежели когда мы открывались. Вот эти вот сносы, пандемия вот сейчас. Условия были хорошие, сервис тоже старались ребята настроить. Саму причину не могу понять, но мы пришли в эти заведения тогда, когда они уже были сданы. Естественно, мы просто арендовали эту точку. То есть само по себе подмять, либо делать что-то для того, чтобы они закрылись, в принципе, нет. Ну, наверное, только я и не могу козыриться, что сервис у нас супер идеальный, хотя мы к этому стремимся. Но появился не то чтобы конкурент, выбор, естественно, и это все уже зависит от потребителя. То есть он выбирает, куда идти, куда снести свои деньги. И если он, например, выбрал нас, значит, мы что-то делаем лучше. Просто это выглядело как такая битва кофей. Ну, в принципе, почему если точка освободилась, то почему бы есть смысл ее занять, тем более святое место пусто не бывает. Центр, это вот прям, да. Хотя рисково, потому что мы знаем, что сейчас сносы, мы знаем, что сейчас постпандемия и сам период пандемии тоже был. Для нас было это очень сложно. Мы не закрывались, мы работали со всеми требованиями безопасности, но вот именно эта точка, например, сейчас что-то открывать или сейчас что-то развивать очень сложно предпринимателю, именно психологически, потому что ты не можешь долгосрочно планировать. Но вот, как говорю, логично для нас было взять это место, потому что мы рискнули. Да, но это просто большой риск на самом деле, я удивилась, потому что те рестораны и вообще точки общепита, которые открылись вот прям накануне пандемии, да, они просто горели, есть такие примеры. Да. Даже большие рестораны с хорошей подушкой. Да, было вложено достаточно средств, и вот просто, а результаты-то есть уже, посетители как? Ну, мы только как 16 дней работаем, и то это как тестовое такое вот открытие, у нас еще полноценного открытия мы не сделали, мы дорабатываем. Есть гости, которые к нам приходят из-за кофе. Мы очень большое внимание реально выделяем именно обучению нашего бариста, именно процессу приготовления кофе, потому что, как я уже говорил, есть бариста, который просто нажимает кофе, кнопки, что-то там льется, и он это кофе дает. Мы же подходили с точки зрения того, что, увидев сами стандарты кофе, понимали, что это целое искусство, там есть свои требования, свои правила. То есть мы всегда задаем вопрос: ты приготовил чашку кофе клиенту, и как ты поймешь, что оно не слишком кислое, не слишком может быть, горькое и все такое. Ты же не будешь пробовать. Соответственно, есть стандарты граммовки, помола и прочих моментов, деталей, которые влияют на вкус кофе, даже вплоть до давления воды, которое есть в кофемашине. Соответственно, это все влияет на постоянный вкус кофе. Нам показалось, что нашим гостям именно это понравилось. То есть мы старались сделать мягкий кофе, который будет нравиться. Поставщика зерен мы тоже очень долго искали. Помимо того, что нам дал франшизер, нас это не устраивало, мы искали другого поставщика. И в итоге нашли того, который делает нам постоянно, каждые 4 месяца свежий обжаренный кофе, который везется к нам. Мы стараемся в течение 4 месяцев продать наш кофе, реализовать и запустить свежий. Потому что он очень сильно влияет на вкус. То есть кофе умирает с каждым месяцем. Да. Россия. Откуда он, ваш поставщик? Да, поставщик у нас из России. Поставки мы делаем оттуда. Есть планы и по тому, чтобы делать это здесь. Но это долгосрочные планы. Азиз, если вдруг ты не продал тот объем, который планировал, за 4 месяца, выбрасываете? Мы его списываем. Но на данный момент у нас по объемам не было случая, когда мы списывали кофе. Потому что у нас бывает и гости покупают, и мы продаем, и по килограммам кофе отдаем. То есть и в сеть хот-догер также у нас идут эти зерна. Соответственно, на данный момент Супер.
Да, пока Я списание. думаю, здесь больше проблемы, чтобы с доставками еще привезли. Да, Чаще бывает. всего, потому что в день как от 1,5 до 4 килограмм тебе смело может уйти, смотря Да, какой день. да, бывают такие моменты, когда и больше уходит. Поэтому именно, да, самим настроить саму поставку сложнее. Вагонами везете? Как бывает, иногда бывает, что если запаздывает, то самолетом, Мгм. если нет, то машинами. Мгм. Вагонами пока не пробовали. Ну да, вагонами это, наверное, такие объемы. там. Вагоны пока еще, да. Надеюсь, дойдем до этого Да. этапа Вагон также. кофе. Азиз, такое интересная тема. Вот мы перед тем, как вас позвать, мы тоже думали, да, на тему франшизы с кем поговорить. Мы думали вещевые, но я тоже сталкивался с вещевыми франшизами. Там, в принципе, все просто. Тебе нужно большое помещение, депозит и покупай большие объемы вещей, такие как, скажем, Waikiki, де-факто. А вот на ваше мнение, что проще? Именно вещевая франшиза, ну, неважно, вещи, там, техника, или же все-таки еда, скажем, общепит? Естественно, нет, тут однозначно общепит гораздо сложнее ввиду нюансов и самой работы, потому что очень много деталей. Это еда, это требования, это к чистоте, это к всяким санитарно-эпидемиологическим требованиям. Плюс ты работаешь с массой людей, которые потребляют, да, то есть риски гораздо выше, и стандарты поэтому должны стоять чуть выше. То есть это не купил вещи, отскладировал их и продал, и они у тебя стоят, они у тебя не портятся. То есть, ну, тут гораздо много деталей именно в работе, и поэтому франшиза по общепиту, да, она гораздо сложнее. Ну вот если уходить в детали по работе, да, то есть есть свои требования у франшизы, с едой особенно. Да. У нас в гостях был Равшан Курбанов, вот, и мы с ним поговорили на тему, мы как-то раз сделали такую, как сказать, проект, бизнес-картинку с Черчой, с Черчой to go. И мы спросили Равшана, его как инвестора, как прокатил бы здесь такой бизнес, вот в нашей стране, да, с Черчой to go, то есть ты утром можешь не только кофе, но и Черчой взять с любым вкусом. Вы бы могли такого сделать у себя в Муз-кафе, или вы строго работаете по меню? Мы можем улучшать текущую продукцию, либо какое-то новое предложение давать, но то, что соответствует концепции нашей. Да, то есть колорит, то есть национальное блюдо, все-таки это больше тема национальных ресторанов. То есть мы больше как американские хот-доги, да, позиционируем себя. Или кофейня также, да, то есть она у нас такая более демократичная по дизайну и по предложению, которое мы делаем. Соответственно, кардинальные именно вот изменения самой продукции, какой-то новый, не соответствующий нашей текущей деятельности, франшизер не одобрит. Не одобрит. Но если в этом же направлении делать что-то новое, то это согласовывается, это одобряется. А если это как новаторство, и был бы спрос? Ты все пропихиваешь свою идею? Да, я хочу, чтобы... Я чувствую, что ты ищешь инвестора Да, под свою я идею. хочу, чтобы открылся Черчой. Это будет та франшиза, которую ты будут пьешь брать в сам. других странах. Черчой to go сложнее сделать, нежели чем с Черчой на месте. Потому что, вот, например, если взять доставку кофе, то просто ее доставить до вашего офиса архисложно сохранить его вкус и температуру. Соответственно, это сложности большие. Поэтому сама идея интересная. Например, в нашем формате однозначно нет, потому что мы себя позиционируем немножко по-другому. И франшизер тоже, скорее всего, не одобрит. Это как отдельный проект, скорее всего, интересный, действительно. Но опять-таки, каждый новый проект, каждое новаторство в стране это 50-50. Может выстрелить, а также может и быть полный коллапс. Пропал. Да, как бы это ни было в народе, я не знаю. Популярно, да, иногда то есть в бывает каждой некоторые семье. вещи не коммерчески не выстреливают. Как Куртов, наверное, да, и как Ош. Не везде он идет так хорошо, как хотелось бы. В нашей стране монопродукты хорошо идут. Кстати, да, плавешные, они прям все будут загибаться, плавешные будут жить. Плавешные, да, они работают. Но вот плов to go, как это? ожидаем пока, не знаю, пока никто такого прям. А мне кажется, не получится. Сервис они Сама упаковка, плов же жирный, масло он же вытечь может. То есть... это опять-таки кропотливая работа. Возможно сделать многое. В принципе, да. Нам здесь сложно, потому что очень мало поставщиков услуг. Поэтому надо искать это либо в Китае, либо в России,
где более технологичные развитые вот эти вот поставщики услуги, можно сделать свои фантазии к упаковке, предъявить. Ну, опять-таки, требуется технические требования. Инвестиции. Да. А здесь соусы вы сейчас для хот-догеров делаете сами, да? Есть наш эксклюзивный соус, остальное мы закупаем. Привозите? Да. Как и кофе и так далее. Да. Таможня. Вопрос. Больной вопрос или не больной? Сказать по таможне, честно, на данный момент очень многие вещи нам привозят уже местные торговые компании. То есть мы немного далеки от вопроса таможни сейчас, потому что есть компании, которые, если ты заказываешь объем, тебе его привозят именно под тебя, а потом еще и на рынок вывозят и продают. Но мы часто и всегда пользовались соусами достаточно такими брендовыми, то есть поначалу это были Heinz, который со временем потом почему-то испортился, я не знаю, именно может быть для нашего региона они делают. То есть он чуть начал хуже кислить, качеством. что такое, да. Я, кстати, слышал, как вы заметили, Red Bull здесь не такой, как везде. Есть такое тоже. Ужасно то есть, просто. Я не могу понять, это что-то может быть либо приелось, либо какой-то каприз наш, но нам тоже так же показалось. Но, то есть, отвечая честно, по вопросам таможни мы не совсем близки, потому что мы сейчас делаем все заказы через местных поставщиков, которые привозят и растамаживают сами. Вы платите, и вам доставка до офисов. Да. Все, больше ничего. Некий аутсорс, потому что очень сложно заниматься, опять-таки, и логистикой, и бизнесом, продаж здесь, то есть едой. Поэтому выбрали, что пусть это будет поставщик, и потом у них им проще, естественно, есть и свои какие-то у них наработки, и дешевле у них получается, нежели нам привозить. Да. Нет, а если, например, то есть у хот-догера нет такой, да, что вот именно наш соус используйте, который мы здесь готовим 25 тонн, как в Black Star, например, только их соусы, только их напитки, тебе нужно думать, как их сюда привезти свежими. Да, ну сам соус, это ведь микс, к примеру, это майонез и определенных добавок. Соответственно, к майонезу у нас требования высокие, но его нам везет поставщик определенной жирности, определенного этого бренда. Но именно чтобы был готовый соус в упаковке, который оттуда мы покупаем, нет такого, потому что сам соус, который мы здесь делаем, ну, мы его здесь и готовим. Единственное, что главное, чтобы майонез был стандартно хороший. А касательно, например, там сырного соуса, ну это уже готовый, который привозится и на рынке он продается, и в магазинах он есть. Там томатные кетчупы, да, например, тоже их разное количество. И от качественных до, грубо говоря, от более дорогих до дешевых и не совсем качественных. В принципе, мы вот все это привозят сюда, и мы покупаем. Опять-таки, мы вот тоже отличаемся от многих именно тем, что мы, например, берем один тип кетчупа и никогда его не меняем на какую-то альтернативу, которая дешевле, но вкус меняется. Конкуренты этим не брезгуют, могут взять подешевле, сделать, и тоже идет. И у них дешевле. В чем, да, загадка? И мы говорим, мы ненормальные. Вроде хотел спасть чистой совестью, а спишь, почему так происходит, да? Да, но есть у нас вот эти вот принципы, которые мы также не отходим, то есть раз мы так решили, работаем уже 4-й год, соответственно, не отходим от этих стандартов. Азиз, а требования вот налоговые, да, то есть все то же самое, что и для обычных, там, я не знаю, вообще точек, или для франшизы что-то и по-другому, там, я не знаю, даже сборы налоговые те же, требования какие-то определенные. К самой франшизе, скорее всего, таких каких-то специальных требований со стороны налоговых органов не было пока. Соответственно, у налоговых органов в основном основные требования к оборотам, скорее всего, к продажам, скажем так. Мы надеемся на новый налоговый кодекс. То есть, Зря надеетесь. то есть у вас получается, вы внутри работаете, то есть, грубо говоря, ваша бухгалтерия на Россию не распространяется? Нет. Они не видят, что здесь происходит. Вы просто берете нейминг оттуда? Да, мы только берем нейминг. То есть там нет такой процентовки, что они тоже видят, как что происходит здесь. Такого нет. Ну, в нашем случае нет. Есть франшизы, которые есть. То есть полное дублирование того, что происходит, видят там и как бы ведутся. В нашем формате франшизы все по-другому, все попроще. Хорошая франшиза, гибкая довольно. Может быть, мы хорошо договорились.
Ну так получилось, что, я же говорю, наш проект был имиджевый для них. Выстрелить, не выстрелить смогут ребята, не смогут. Вообще, что там, что такое Таджикистан, как там, давайте попробуем. Ну и в итоге получилось очень хорошо. Договоренности остались прежними и не меняются. Наверное, это больше нам повезло. Да. А что бы вы посоветовали тем, кто думает об открытии франшизы? Вот франшизы, да, неважно. Неважно, какой франшизы, да. Посоветовал бы. Вот к чему готовиться? Самое первое, это надо понять, что очень многие думают, что франшиза, даже те, которые к нам приходят покупать франшизу, мы также здесь реализовываем, то есть продаем франшизы, что за них никто ничего не сделает. Очень многие думают, что я купил франшизу, это панацея, все готовое, все будет работать по щелчку, меня всему научат, все покажут. То есть этого не будет, это долгая, кропотливая работа по адаптации той франшизы в нашей стране, под наш менталитет, под наши реалии. В нашем случае это и поставщики, и непостоянные поставки, да, и стоимость самого продукта. Также рекомендую часто оценивать именно рентабельность франшизы также скептически, то есть не так позитивно, как указывают. Почему? Потому что, опять-таки, если смотреть на рынок франшиз Российской Федерации, маржинальность и себестоимость бешено разные, в отличие от нас. Тот же самый хот-дог там стоит 20 сомон, если переводить на наши деньги. Риски по поставкам и по курсовые риски, либо вот стоимость, себестоимость самого продукта дешевле, чем у нас бывает. Соответственно, и окупаемость, которую указывают франшизеры, она условно берется например, по Москве, либо по Питеру. Это большие города с огромными объемами. Соответственно, очень многие на это ведутся и думают, вот я возьму через 5 месяцев, через 6 месяцев там написано, я выйду на такой-то доход. Чаще всего бывает, через 2 года выходишь на рентабельность. Если еще выдержишь. Если еще выдержишь вот этот период, да, если не попадешь на пандемию, либо там какие-то ограничения, либо на какую-то конкуренцию недобросовестную, либо просто не будут поставлять тот продукт, на котором базировался твое начало, да, бизнеса. То есть мы с этими рисками сталкивались, и те, кто открывает франшизу, в первую очередь должны понимать именно вот это. То есть очень многое придется сделать самому. Сама рентабельность далека от заявляемой. То же самое, например, если брать Starbucks. К примеру, открытие Starbucks в нашей стране по модели Starbucks может быть очень позитивным, так сказать, делом. Но есть и примеры, когда Starbucks ходил в города и закрывался. Причем в миллионники. Соответственно, надо понимать, что это тоже риски, и этот весь риск берешь на себя ты, и никаких претензий франшизеру ты предоставить не можешь. Даже топ-франшизы так и пишут в контракте, что франшиза дает очень много процессов, бизнес-процессов, информации, систем, но финансовый итог целиком и полностью риски лежат на том человеке, который приобретает франшизу. Соответственно, вот это вот, то есть посыл основной именно понимать, что очень многое придется сделать самому, и ожидания должны быть гораздо на долгосрочный период, не на быстрые деньги. Франшиза это, мы тоже ожидали, что это будут быстрые деньги, но нет, это опять-таки то же самое. Первый этап, просто ты получаешь более простой доступ к началу, в связи с тем, что тебе не надо думать о цветах каких-то, о концепции, о стартовых продуктах, о каких-то там, не знаю, сервисных документах, которые технологичках. Технологичках, да, то есть это все готово, но придется это все адаптировать под нас. То же самое, например, когда мы считали, что один хот-дог будет стоить 10 сомон по себестоимости, которую нам предлагает франшизер, это очень сразу же мы сняли свои розовые очки и сказали, так, ребята, надо что-то делать, 10 сомон себестоимость. Надо еще зарабатывать. Сколько надо продать? Ну, в принципе, так и получается. Если в России, как говорится, 20 сомони стоит хот-дог, ну да, 10 сомони это себестоимость. Да, если вспомните, совсем. В стране были хот-доги по 17 сомон в определенных местах. По-моему, в сети «Газпром». До хот-догера я вспомнил только один вот хот-дог, который без корейской морковки, без ничего. Это, по-моему, в МРВ давали хот-доги с оливье. Было, да, с Да, оливье. да, Это был шик, наверное. Это был типа дорогой. Картошка фри.
А ее потом с картошкой фри потом добавить. Не знаю, у нас в колледже, когда я учился, у нас был легендарный хот-дог, мы же студенты бедные, это пол лепешки, в ней вот такая одна одинокая сосиска и куча морковки, и все, что найдется туда просто. 1,5 рубля, все, ништяк, с кофе. Да. Ну и вот, продолжая эту тему, то есть очень много придется работать. Франшизе рознь, есть и мошеннические, ну не мошеннические, а франшизы, которые, так сказать, далеки от тех вещей, которые они заявляют в упаковке. Недоработанные, мягко Да, скажем. то есть упаковка может быть очень красивой, вы прочитаете все очень красиво. Но далее уже идут вот эти сложности после того, как вы оплачиваете, и начинается вот это вот сотрудничество с франшизером, когда ты задаешь ему вопрос, а это как. Потом уже появляются все эти как это изучить Да, заранее? как избежать? Как избежать вот этого самого? Ну, естественно, из-за того, что сейчас прямо вот говорю, бум такой, анализ именно отзывов, именно общаться. То есть нам очень многие сейчас звонят с Узбекистана, с Киргизии, которые спрашивают, вот мы спросили у франшизера, и вы единственный вот в Азии, кто открыл по этой франшизе, и работаете уже не 1 год, разъясните, как у вас вообще идут дела. Ну и мы достаточно таки откровенно говорим обо всех там плюсах, минусах. То есть вот это вот получение отзыва очень важно у того, кто работал, потому что он реально бизнесмены обычно, предприниматели, люди открытые, и обычно делятся опытом, если спрашивают. Да? То есть самое, я думаю, такое вот важное, это именно провести вот такой вот разговор с теми, кто уже работает, нежели, ну потому что сама сеть, она такая, что там могут быть и имиджевых очень много публикаций, когда ты открываешь и вроде все хорошо, и все классно, красиво. И находишь где-то там в других форумах, где также сидят люди, которые говорят, ну, все классно, отлично, это самое такое топовое сейчас, франшиза номер 1 сейчас очень любят писать, чтобы человек взял, то есть, ну и потом очень многие сейчас реально подумают, видимо, о личном бизнесе, о собственном бизнесе, и поэтому такой бум идет на продаж. А дальше же ведь никто не ведет статистику, и ну, что происходит с теми, кто купил ту или иную франшизу, вот это вот в черном списке, это не в черном списке, этой информации в сети мало. Это только после общения. Плюс есть, например, вот зарубежные франшизы, мне известно, они есть законодательство на Западе, которое регулирует франшизера, когда он продает франшизу со всеми его обязательствами. В нашем же пространстве СНГ нет законодательства, которое регулирует именно отношения того, кто продает франшизу. Соответственно, можно под этим соусом продать все, что угодно. Да, и судиться, и прочие вопросы, это очень сложно и дорого, наверное. Ну и это потеря времени. Поэтому четко это именно, да, звонить, узнавать, не стесняться. У нас у таджиков есть такой имидж-хейт, там, как, что у тебя там, как ты ведешь бизнес. Стыдно спрашивать да, у нас. иногда такое. То есть надо отойти от этого стыда, от этих скромностей, звонить, спрашивать, иногда даже ехать, смотреть, где работают, как работают. Вообще вот эта сама модель. Сколько лет этой франшизе, потому что есть франшизы, которые только год или полгода, и она уже вовсю рекламирует, что у нее там все очень круто. Проанализировав эти моменты, можно будет понять и физически почувствовать, реально ли оно того стоит, либо нет, попробовать. А не вот слепо прям онлайн покупать и думать, что все будет хорошо. Может быть и будет, но это опять-таки лотерея. 1 на миллион случаев. Азиз, пан или пропал? Ты лично. Уйдя с банка. Однозначно пан. Однозначно пан. Пока. Спасибо.